2024 году столица Башкортостана отметит свое 450-летие. Мероприятие уже имеет федеральный статус. Президент нашей страны подписал указ. Об этом предполагается, что Башкортостан, республика, получит федеральное финансирование и в довольно приличных объемах. Глава нашей республики Ради Хабиров встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой. Что именно планируется сделать к юбилейному дню рождения Уфы, обсудим прямо сейчас. Я представлю наших гостей в студии. Напоминаю, что это вечерний телецентр. Итак, у нас в гостях сегодня медиа-менеджер Артем Валиев. Также с нами сегодня Александр Леушкин, актер Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан. И Альберт Имамудинов, директор Башкирского государственного театра «Куклы». Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Друзья мои, я хочу показать фрагмент, точнее, показать пост главы нашей республики, да, по следам этой встречи с федеральным министром, которую я уже только что озвучил. Давайте посмотрим, после продолжим дискуссию, если вы не против. На встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой говорили не только о наших успехах, но и о том, какую помощь мы рассчитываем получить от Москвы на наши культурные объекты всероссийского значения. Одно из важнейших направлений подготовки к юбилею Уфы – это наш госцирк, который закрыт с 2017 года, что вызывает очень болезненные эмоции у детишек и их родителей. У нас великолепный театр кукол с большими традициями, но его тоже нужно довести до ума. У актеров там отсутствуют нормальные гримерки и костюмерные, в театре нет буфета, а какое представление для детей без мороженого в антракте? Здесь, безусловно, должны работать и детские студии, которые негде разместить. Нужно строить современный пристрой. Теперь наш Русдрам. Свет и звук не обновлялись с момента постройки в 1982 году. Сцена и зал не ремонтировались 20 лет. Кроме того, нам нужна современная библиотека. Сейчас библиотеки становятся важнейшими культурными объектами. Ольга Борисовна знает и понимает все эти и многие другие проблемы. Ищем решения. Эпидемии приходят и уходят, а без культуры у нас нет будущего. Ну, такой вот пост. Артем Валерьевич, как прокомментируете? На самом деле работы много, да, в сфере культуры? Работы много, но в данном материале мы касались только культурной части, да, подготовки к празднованию. На самом деле это не все, да, чем мы безусловно, это и социальный пласт какой-то, да. Сейчас создан федеральный оргкомитет по подготовке к празднованию. Его возглавляет вице-премьер правительства российского, да, вот такой высокий уровень представительства, да, в нашем оргкомитете говорит о том, что для федеральных органов власти празднование 450-летия тоже очень важно, не только для президентский указ, да, наверное, за себя говорит. Да, да, конечно. А для региона, регион получит очень хорошее, обильное финансирование, да, которое позволит создать новые объекты, построить инфраструктуру, в том числе города, да, обновить. Это не значит, что вся остальная республика не будет развиваться в это время. У нас есть бюджет республики, который также будет исполняться. Есть программы соответствующие, да, и федеральные, и республиканские. Но Уфа получила серьезный шанс обновиться, обрасти новыми объектами, новой социальной инфраструктурой, которая празднование пройдет, а вся эта инфраструктура останется во благо уфимцев. И мы не сможем себе представить наш город без обновленного, например, госцирка, да, который не работал с 2017 года, не работает до сих пор. Там предполагается капитальная реконструкция, это означает, что здание практически обновится полностью, и получим современный госцирк, куда сможем водить наших детей, да. Ну, пока заходить туда, к сожалению, не представляется возможным, да, если мы говорим про театры, да, будь то кукольные, Русдрам и так далее, там жизнь-то кипит, бурлит, а там ни по запаху, ни по крыше, ни по куполу невозможно. Надо сказать, что у нас появятся не только новые театры и госцирк, у нас появятся и спортивные объекты. Сейчас речь идет о том, чтобы в Уфе построить большой футбольный стадион на 20 тысяч зрителей, вот такие планы есть. Они сейчас вынашиваются, и глава республики активно тоже продвигает эту идею. А вообще в оргкомитет, федеральный оргкомитет по подготовке к празднованию вошли все представители всех федеральных министерств. Это Министерство транспорта, экологии, Минприроды, культуры, спорта и так далее. То есть по каждому направлению будет отдельная работа. И по каждому направлению мы планируем получить федеральное финансирование, по каждому из этих направлений развиваться. Давайте будем подробнее по каждому направлению, если у нас останется время, обязательно поговорим. Я бы хотел гостям задать вопрос, Альберт. Ну,
все мы помним, да, планы были давно, еще несколько лет назад, да, мы с вами встречались, и речь шла о реконструкции, капитальной реконструкции театра кукол, да, то, о чем говорил в своем выступлении, в посте в социальных сетях. Глава нашей республики, речь, в числе прочего, шла и о, скажем так, территории, да, на улице, на площади перед кукольным театром, но как-то все это звезды не сложились, что называется. Что теперь? На самом деле, надо сказать, что вот буквально в 22 году Башкирскому государственному театру кукол исполняется 90 лет. И вот буквально канун юбилейного такого большого года мы услышали от главы республики, что будет поддержан также в том числе и Башкирский государственный театр кукол в вопросе реконструкции, который, как вы уже сказали, практически, можно сказать, на данный момент является риторическим, потому что уже даже на моей памяти уже несколько проектов было. Планы были грандиозные до сих пор, несколько проектов, которые мы рассматривали. Ключевое слово «были», да, они так и остались. Ну вот, к сожалению, вот как вы сказали, звезды не сложились. Если углубляться в эту проблему, нужно будет долго и подробно говорить. А пока вот скажем так, что, к сожалению, не смогли мы осуществить этот проект, эти проекты, которые были до сих пор, но уже путем наименьшего сопротивления ушли немножко и площади прижали, которые как бы были, скажем, может быть, чересчур многоваты, потому что если взять предыдущий проект, то театр кукол должен был быть около 20 тысяч квадратных метров. На данный момент, если мы берем, у нас вот театр существует 2500 квадратных метров, с учетом вот нового здания. Порядок возрастет. Да, будет 6500 квадратных метров. И здесь мы попытались уложить все те проблемные зоны, которые до сих пор, к сожалению, в театре нет. Но если перечислять, это, конечно же, вот как уже и в посте мы слышали, это самое главное. Театральный буфет, который, к сожалению, вот на данный момент отсутствует. Все зрители приходят, хотят выйти, отдохнуть. Дети хотят там да, обязательно попить, чуть-чуть покушать что-то вкусненького, запомнить этот момент беседы с родителями, о спектакле переговорить. Этот момент очень важен. Это в профессиональном театре кукол вообще не роскошь, это должно быть как обыденность. Да в любом культуре. Обязательно. Ну и также вот хочется сказать, что нету вот камерного зала. На данный момент очень большой спрос. Вот мы переделали, скажем так, своими силами. При том, что сцена камерная это у вас есть. Да, она у нас как бы бывший реп-зал, к сожалению, и сейчас уже нет реп-зала, получается. Вот что-то мы откорректировали, но мы увидели, что пользуется большим спросом. Уже у нас за 2-3 года около 20 названий появилось в камерном зале. Это говорит о том, что есть большой спрос, там очень интересное общение. Для самых-самых маленьких мы там делаем спектакли буквально от нуля. Значит, вот этот вот второй момент. Нету также, вот скажем, то, что сейчас вот балет у нас, одна из болевых точек, музея и театре кукол. Театр кукол, это, конечно же, каждый спектакль, это как минимум 10-15 кукол, которые отыграли свое и, к сожалению, хранятся в тесных помещениях. Про них забывают, а вот музей дал бы им вторую жизнь, и мы могли бы показывать то богатство, которое накопили за эти 90 лет, потому что показать есть что. Ну и надо сказать, что теснота помещений, конечно же, вот возникает, ну скажем, ну бытовые проблемы, когда тесно актерам переодеваться, когда вот все неуютно, вот возникает какая-то ненужная социальная напряженность, которая мешает творчеству. Вот эти все вопросы, они сливаются, и реконструкция, которая вот назревает, дай бог, что все это сложилось, все эти вопросы решит. Но также надо сказать, что про прилегающую территорию. Там был совершенно здоровский в свое время, когда был построен театр, детский городок, который был брендом. Перед театром дети отдыхали, родители гуляли вместе с детьми, дети сами по себе могли там поиграть, отдохнуть. Сейчас она находится в аварийном состоянии, и туда, конечно же, заходить нельзя. И этот момент тоже в реконструкцию вложен, также будет это все обновлено. Перед театром все будет здорово, современно, там и будет амфитеатр летний, и детские площадки, и удобные парковочные зоны. В общем, все должно быть именно вот по высшему пилотажу. Ну, надо сказать, практически мы к каким-то европейским таким стандартам приближаемся вот в той форме, которая сейчас вот у нас в планах. Вся документация по проектно-спектной документации готова. Поддержка главы республики есть. Очень радостно, что это самое главное, да, к юбилею 450-летию мы подарим нашим зрителям отличный репертуар и здоровское здание, которое будет также местом притяжения для семейного отдыха. Дети с родителями будут отдыхать и получать эстетическое наслаждение. Дай бог, Александр, вам слово. Я вот хотел поддержать коллегу и сказать, даже не поддержать, а просто сказать, что как я сейчас стоял, подумал, как хорошо, что есть юбилейные даты в нашей жизни, случаются из 50-летия нашего города, 90 лет театру кукол, и мы в этом году осенью открываем, тоже у нас будет юбилейный 160-й театральный сезон. Да, мы один из старейших театральных коллективов республики.
которые признаны и у нас в России, и за рубежом. Мы во многих странах бывали и имеем успех. Но сейчас, наверное, еще я хочу сказать о том, что вот та реконструкция, которая предстоит нашему театру, ей жил и очень хотел ее провести наш художественный руководитель Михаил Саакашвили Рабинович. Ушедший, это была его мечта, да, но, к сожалению, он не успел это воплотить, реализовать свои идеи. Но я думаю, что наша жизнь продолжается, и вот та реконструкция, которая предстоит нам, надеюсь, что она пройдет на достойном уровне, потому что действительно здание 1982 года постройки, и это памятник архитектуры, и хотелось бы еще, чтобы во время реконструкции было сохранено тот его внешний вид, внешний облик и территории прилегающие, потому что это своего рода визитные же карточки республики, вот все эти объекты, которые были озвучены Ради Фаридовичем, и, как говорится, их выпускают на открытках, по ним узнают наш город, вот, допустим, у нас вот это вот есть голубая кайма, которая идет наверху, по периметру, вот, хотелось бы тоже, чтобы она была сохранена, ну и потом внутри, да, внутри у нас с 1982 года у нас не было практически ни разу, без малого почти 40 лет, капитальной реконструкции нашего именно здания. Были попытки там в 2002, 2006, 2010 годах ремонтировать, но это было такое латание дыр, мы где-то там что-то чуть-чуть подделали и работаем дальше. А вот капитального, к сожалению, не было, и сейчас уже мы даже не отвечаем тем стандартам учреждений культуры, которые вот на сегодняшний день есть, потому что у нас высокотехнологичные музыкальные спектакли мы сейчас стараемся выпускать. И, правильно я понимаю, требуют современных решений? Да, современных решений и просто элементарного оборудования, тоже, которое внутри, световое, звуковое. Очень хотелось бы, чтобы у нас, когда было кресло, тоже для зрителей, может быть, где-то устарели. Но и мы тоже надеемся и очень хотим, что у нас будет сохранена вот эта вот акустика наша, уникальная, которая вот сейчас у нас там есть в театре. Ну, вот надеемся, что мы станем еще лучше, и зрителю тоже будет еще приятнее приходить. Есть ощущение, что именно так и будет. На самом деле, Артем Валерьевич, давайте от культуры к другим сферам, да, вы говорили об инфраструктуре, о том, что созданы комиссии, да, точнее в комиссию вошли представители всех, там, так скажем, ключевых ведомств, да, федерального правительства. На ваш взгляд, какие решения прежде всего нужны к юбилею, да, это инфраструктура, это, я не знаю, какие-то новые объекты, там вы уже упомянули спортивных и так далее? Знаете, я бы здесь подчеркнул политическое значение этого решения президента России о том, что Уфа будет праздновать подписание этого документа. Оно, прежде всего, говорит о том, что наша республика имеет довольно высокие лоббистские возможности на уровне федерального центра. В этом заслуга, прежде всего, главы республики. Продавить, что называется. Что называется, продавить, потому что это огромная конкуренция. Все регионы хотят притянуть к себе такое федеральное мероприятие. У всех регионов есть свои даты. Дата, что называется, это вторично. Первично все-таки решение о том, что федеральный масштаб этого празднования будет здесь проходить. Вы помните, как проходило празднование тысячелетия Казани. В этом году празднует Нижний Новгород 800-летие. Мы помним все 450-летия вхождения Башкортостана в состав России тоже, да? И вы помните, к 450-летию вхождения в состав России у нас появились такие объекты, без которых мы сегодня Уфу себе не представляем. Тот же Конгресс-холл. Конгресс-холл, проспект Салавата Юлаева построен к этой дате, Ледовая арена, Уфа-арена. Да. И так далее, вот. Точно такие же объекты, точно такую же масштабную работу предстоит провести сейчас, вот за эти оставшиеся 3 года до празднования. Времени не так много, на самом деле. Времени не так много, да, но это очень сильно укрепит позиции нашего города. Это хорошо сыграет на узнаваемость нашего города. Мы, что называется, прогремим на всю страну. Я надеюсь, и за рубежом, да? И за рубежом, конечно, да. В конце концов, это укрепит и туристический потенциал нашего региона, внутренний туризм. К нему сейчас приковано большое внимание, в том числе из-за пандемии, да, люди стараются
отдыхать и ездить по городам нашей страны, да, по горизонтали. И Уфа, я думаю, войдет в этот список. Тем более мы к саммитам ШОС и БРИКС построили огромное количество отелей, которые сейчас, надо сказать, заполняются. Были опасения, помните, что мы построим отели, они что будет дальше? Да. Теперь они заполняются и будут заполняться далее, в том числе благодаря этому празднованию. Поэтому здесь работа во всех направлениях идет. Отдельно нужно сказать об инфраструктуре, о дорожной инфраструктуре. В прошлом году Уфа беспрецедентно ремонтировала дороги в Уфе, в том числе крупная улица, такая как Российская, Комсомольская. Мы знаем, да, сколько было отремонтировано магистрали. Эта работа будет продолжена и далее. А что касается к юбилейной дате, ну, вы знаете, строится продолжение проспекта Салавата Юлаева, которая тоже, этот проект, я думаю, будет завершен к юбилею. Также строится восточный выезд с мостом через Уфимку. Многострадальный, если можно так выразиться, да, долгоиграющий. Да, вот этот да, он находился в очень долго законсервированном состоянии. Сейчас приняты все решения на федеральном уровне. Ну, уже работы ведутся. Работы ведутся, и к юбилею тоже этот объект мы получим, очень нужный для нашего города, который позволит разгрузить трафик. Вы сказали, вот, что дата вторична, да, первичное решение. Что повлечет для экономики республики в будущем, да, все вот эти вот масштабные инфраструктурные проекты прежде всего, да, это ведь, ну, та же дорога, да, восточный выезд, это, ну, логистика, это путь к нам, в Башкортостан и так далее, да, и ведь еще множество объектов. Конечно, это в том числе приток инвестиций. Это большой потенциал по приток инвестиций, что крупные компании обратят внимание на наш регион, на Уфу в том числе. Это и большое подспорье для развития логистики, да, тем более, если мы говорим о том, что у нас будет соединена дорога М5 и М7 с помощью вот этого восточного выезда. Это огромные возможности. Ну, это все федеральные трассы, которые проходят через Башкортостан с ее столицей. Да, тем более у нас очень выгодное географическое положение. Вот сейчас открывается новый терминал аэропорта, внутренние линии, да, новый корпус внутреннего терминала. Это тоже большое подспорье к развитию Уфы. То есть, как мы видим, Уфа развивается и без привязки к этой дате, но само событие, то, что оно стало федерального масштаба, позволит ускорить, да, и придаст импульс для того, чтобы более динамично наш город развивался. Будем переходить опять к культуре. Альберт, скажите, пожалуйста, что из себя сегодня представляет ваш театр? Ну, сколько спектаклей, что готовите, какие премьеры? Потому что юбилей юбилеем, да, мы говорим о будущем, но театр уже не останавливается, и на период реконструкции, я так понимаю, будет жить. Совершенно верно, да. На данный момент мы для себя тоже определяем стратегию, когда начнется реконструкция, как мы будем себя вести, что мы для этого должны подготовить. Но в первую очередь это должен быть подготовленный репертуар. На данный момент театр «Кукла» имеет около 50 спектаклей, многие из которых, скажем так, имеют функцию выездного показа, то есть мы можем выезжать, показывать на разных площадках. Надо сказать, что вот как раз-таки идет, скажем, сейчас наращивание мускулатуры, скажем так, материально-техническая база театра укрепляется, благодаря еще такая большая работа сейчас проводится по линии федерального проекта «Культура малой Родины». Мы приобрели большой автобус, затем малый и средний автобус приобрели. Это опять-таки для того, чтобы мы могли безболезненно выезжать и не прерывать свою основную деятельность, продолжать работать, потому что у нас... В любом случае мы, так называемый, есть термин, как государственное задание, должны выполнять, даже несмотря на то, что начнется реконструкция. Этот термин оставляет за нами наши обязательства. Мы должны будем определенное количество зрителей, определенное количество билетов реализовать и так далее, и так далее. Это нюансы, но тем не менее, надо сказать, что в первую очередь мы сейчас подготовили репертуар. Как я уже выше говорил, у нас также возникло направление камерных спектаклей. Также мы, ну, скажем так, усилия прикладываем для того, чтобы в театре был и вечерний репертуар. На данный момент, если вот к сегодняшним планам, то вот буквально 18 февраля будет премьера спектакля «О чем поет орнамент», как раз-таки также в рамках проекта «Культура малой Родины», он также будет семейным спектаклем. На данный момент театр очень, скажем так, технологически, как тоже вот коллега сказал, очень ищет, пытается искать какие-то новые эстетические какие-то
художественные ходы, чтобы театр был интересным для всех. То есть театр кукол, театр чудес, он быть должен интересным также для самых маленьких и для взрослых. Почему для взрослых? Я для себя как директор определяю, что если взрослый пришел и увидел что-то интересное в театре, он обязательно приведет туда и своего ребенка. Театр кукол априори должен быть семейным театром, поэтому мы должны разные направления. Значит, стратегия развития театра такая, что от нуля до бесконечности в театре должно быть интересно. Театр кукол, театр чудес, повторяюсь. Значит, наш логотип, это слоган наш «Подарите детям сказку». Сказка – это красота, это всегда чудо. И нам всегда есть что показать. И национальная драматургия этому дает большой, скажем так, воздух. Ну, мировая классика, все, что сейчас интересно, все, что сейчас мы считаем будет для зрителей, для современных детей, помогать понимать мир, открывать для себя какие-то темы для разговора с родителями. Ну, еще надо подчеркнуть, что первый раз в основном ребенок приходит в театр кукол, открывает для себя мир искусства. За нами стоит большая ответственность. Еще вот в связи с этим и здания, и прилегающая территория театра, конечно, должна быть отвечающей их сегодняшнему современному видению. Без этого, как бы мы ни старались творчески наполнить театр, без, ну, скажем, без начинки, без того, что зритель увидит снаружи, а потом уже внутри насладиться содержанием, к сожалению, можно долго стараться, но усилия могут быть впустую во многом. Потому что в первую очередь мы должны привлекать зрителей, а зритель приходит на то, что ему нравится, на то, что интересно. То есть репертуарная политика, значит, стратегия при реконструкции выездного характера, это все сейчас в работе. Мы все это предполагаем, все это сейчас уже анализируем и готовимся. И очень сильно надеемся, что все будет так, как задумано. Александр, вопрос тот же. Жизнь театра же не остановится, да, на период всех этих преобразований? Нет, да, жизнь не останавливается. Не так, что вы уедете в масштабные гастроли. Это правильно, да. И, наверное, это правильно. Мы сейчас, у нас сейчас сложный период, конечно, я думаю, что здесь коллеги понимают, потому что Михаил Саакович без малого 37 лет руководил нашим театром. Ну да, это эпоха целая, конечно. Да, это целая эпоха. К сожалению, да, она закончилась, но он заложил там очень правильные морально-этические принципы наших взаимоотношений в коллективе. Поэтому у нас очень слаженный коллектив, мы друг друга поддерживаем, у нас очень крепкая команда. И мы так потихоньку сейчас продолжаем работать, ну, так можно сказать, в рабочем режиме. Я бы еще хотел добавить, тоже поблагодарить министра культуры Амину Евниевну за поддержку. Конечно, главу республики Ради Фаридовича. И вот эта встреча с министром культуры состоялась у него. Мы вот сейчас тут обсуждали с Альбертом перед эфиром, что не случайно ведь возникли именно вот эти три объекта: цирк, Русдрам, да, и Русдрам кукол, и театр кукол. Они все находятся на проспекте Октября, как получается, в самой сердцевине географическом центре, в географическом центре, да, нашей столицы. И поэтому пока они, да, пока вот цирк совсем закрыт, у нас чуть-чуть такой не совсем презентабельный. Ну, зря вы скромничаете, на самом деле у вас зритель... Ваш преданный, это да. Но вот о чем Альберт говорил, о том, что все-таки вот мы как визитная карточка географического центра должны тоже соответствовать вот этой вот высокой планке. Высокой планке, да. Артем Валерьевич, не могу не спросить вас о проекте вашем личном, да, я так понимаю, у вас новый проект, вы впервые выступаете как режиссер, да, и фильм как раз-таки об Уфе. Да, действительно, это президентский грант, который дается на съемку фильма о военных годах. Как Уфа совершала здесь, ковала победу в тылу, что называется. Мы рассказываем о том, что к нам были эвакуированы крупные заводы, в том числе авиационное предприятие, о том, как Уфа делала бензин. Каждый четвертый танк на фронте каждый третий или четвертый был заправлен да, уфимским, да, топливом, башкирской нефтью в том числе. Каждый третий самолет боевой летал на двигателе, который изготавливался в Уфе. Это факты, которым, может быть, исторически не очень много внимания было уделено пока. Мало визуальных образов, мало художественных образов, да, которые это иллюстрируют. А те ветераны, те дети войны, которые здесь жили, работали в тылу, они постепенно от нас уходят, и некому уже нашим детям, внукам рассказать, да, о тех годах. Мы хотим это все проиллюстрировать в виде
художественных образов в виде вот такого вклада, да, в сохранение истории нашего города. И надеемся, что и дальше фонд президентских грантов будет нас поддерживать. Мы сможем в дальнейшем, реализовав этот проект, подать другие проекты, которые описывают историю других лет, да, Уфы, послевоенная Уфа, довоенная Уфа, очень интересно. И вообще очень много фактов исторических, да, которые могут лечь в основу художественного сюжета. И вот этим мы занимаемся. Это тоже большой подарок от федерального центра для нашего города. И мы, хотя напрямую это не касается 450-летия, но все-таки мы этот проект приурочить немного, задумали, да, для того, чтобы приурочить к этой дате. Спасибо вам, уважаемые гости, что приняли участие в нашей программе. Это «Вечерний телецентр». Мы сегодня говорили о грядущем юбилее башкирской столицы, до которого остается 3 года. Времени не так много, и план на самом деле грандиозный. Никуда не уходите. После паузы будем говорить об экономике, о поддержке малого предпринимательства и не только. Генеральный спонсор прогноза погоды на БСТ – клиника «Современный флюорид».